Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Почему он молчит? Почему он не проявляется? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моей отсыпке. Посмотрите на песочек, загадайте на мужчину, назовите мужчину по имени и задайте такой вопрос. Почему он молчит, почему он не проявляется? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на вашего мужчину. Так, этот человек запутался, сразу скажу, запутался, он вышел сам, он вышел в центре, и у него очень много пут над головой. Мало того, у него еще и карма достаточно серьезная, жесткая, и он ее сейчас в очень активной фазе прорабатывает. Смотрите, у этого человека за спиной были какие-то тяжелые отношения. У него много проблем нерешенных на сегодняшний день. И эти проблемы, они как и отношения в отношениях, идут вот бывшее, настоящее, так и, например, с деньгами проблемы. Знаете, вот как будто бы сейчас, жизнь, фортуна повернулась к нему, извините, попой. По-другому тут и не скажешь. И человек пытается бороться, но у него на руках путы, у него на ногах путы. И как будто бы это сказка, причем страшная. И чем дальше, тем страшнее. Этот человек запутался, этот человек потерялся, этот человек просто уже обезумел от страха. О вас он думает, о вас он мечтает, вас он содержит в сердце. Но вы для него остаетесь звезда мечта. То есть что-то божественное, что-то далекое, что-то недосягаемое. То есть в вас он верит как в богиню. Он может на вас молиться, он может даже мысленно к вам обращаться за какой-то помощью, за какими-то подсказками. Но активно проявиться к вам не может, потому что с чем он к вам проявится? Что он вам скажет? Что, извините, я лузер и аутсайдер? Что у меня? Ничего нет. У меня есть куча проблем, у меня есть куча дел, которые нужно решать. У меня, может быть, там в кармане и денег-то особо нет, на кармане. Я не могу тебе подарить цветы, там даже самые дешевые. Я не могу там тебя пригласить в кафе, даже самое там, не знаю, Макдональдс, не могу тебя позвать. Сказать же он этого не может. И он ходит, на вас смотрит, вздыхает по вас, но молчит. Потому что у него понятие такое, что если мне девушка нравится, я должен на нее тратиться, я должен ее там всякие романтики устраивать, водить по ресторанам, барам, я должен ее там задаривать обязательно там дорогими букетами цветов и прочее, прочее. Денег нет, возможностей нет, может быть у него все там строго по учету. Это человек не бедный, это человек внешне, вот картинка, у него жизнь стабильная. И человек, скажем так, он живет не по карману, допустим, либо это видимость такая. Этот человек где-то, когда-то, что-то где-то не так сделал, не туда пошел, не там вложился, не с теми связался. Сейчас у него момент расплаты, когда ему действительно приходится расплачиваться за свои ошибки прошлого. Эти ошибки, они достаточно коварные. Во-первых, их много. Во-вторых, он просто как-то вел себя в прошлом достаточно вольготно и направо и налево разбрасывался, например, деньгами. Либо там направо и налево заводил какие-то романы. Человек прошел и Крым, и Рым, и медные трубы. Это сразу видно. Вот это его состояние сегодняшнего дня. Это расплата. Расплата за прошлое. Расплата за не только прошлое этой жизни, но и за прошлое воплощение. Над ним достаточно жесткая карма. Висит таким огромным, таким булыжником, готова вот-вот упасть ему на голову. Он бедненький там ручки подставляет, но не сильно это помогает. Страхи есть, очень много страхов. У человека, кстати, могут быть и по здоровью проблемы. Причем у него как-то проблемы идут одна
за ней следом вторая, потом 2 вместе, потом 3 вместе. То есть как-то вот как лавина у него идет в жизни. Этот человек может подозревать даже и дурное воздействие на него. Я, если честно, дурного воздействия не вижу. Я вижу тут именно карму. Карма, которая на него прям давит. Давит, и его загоняют. Загоняют в какой-то определенный путь, от которого он все время пытается убежать, отказаться. Чем больше он отказывается, тем больше на него давят. Ваш ли это человек? Ну, он для вас как претендент. Претендент, он в вашей судьбе прорисовывается. Но я так скажу, что с этим человеком будет нелегко. Чтобы войти с ним в отношения, тут надо пуд соли съесть. В прямом смысле слова. Знаете, тут постараться, пободаться. Причем, если вы с ним сойдетесь, то вы же и на себя какую-то часть его кармы и неприятностей возьмете. То есть, как-никак придется вам и что-то решать, и что-то делать, и как-то вам ему и помогать, и вытаскивать, понимаете? Тут даже, может быть, и деньги нужно будет ему занимать, какую-то ответственность на себя брать. Несколько раз подумайте, этот человек не настолько легкий и комфортный, как кажется со стороны. Проявлений нет, потому что проявляться не с чем. Вы, если бы больше с ним общались, либо больше знали о его делах, о его жизни, то бы вы все это понимали. Я вижу, что он вам очень нравится, что он вам запал в душу, что он интересный, что, может, возможно, между вами и было какое-то общение, причем общение такое многообещающее, прям такой романтик был, и чувства были, эмоции были, и даже, возможно, постель была. Но как-то в один момент все пропало. И вы теперь озаботились, а что же произошло, почему он так поступил? А поступил, потому что пришел счет. Достаточно вот такой огромный счет, да, прям таким мелким шрифтом все везде написано на нереальную сумму, которую ему, ну, грубо говоря, не оплатить. У кого-то, может быть, и действительно такой счет пришел, но у других это вот утрировано, да, то есть ответственность пришла за прошлые необдуманные поступки. Это человек 1001 несчастье на сегодняшний день. Это не значит, что он невезучий по жизни, но на сегодняшний день у него прям такой черный след за ним ходит. Отдельно причем от него. Я дам вам такой совет. Лучше подождите. Подождите, пока этот человек вылезет из своих проблем. Он к вам расположен. Вы ему очень неинтересны. Он никуда от вас не денется. Все равно пройдет время, пусть это будет месяц, пусть это будет там даже год. Он все равно к вам потом придет. Потому что вы ему нравитесь. Если вы попытаетесь с ним в отношения войти, ну и честно скажу, вы очень многое можете потерять. Потерять и по деньгам, по возможностям, и по своему даже здоровью. То есть, да, придется из-за него там нервничать и переживать. Все равно каких-то стабильных отношений построить не получится на ближайшее время. Будут какие-то всегда перепоны, какие-то вот барьеры, сомнения. 3-й, 10-й лица будут влазить. Мужчина будет себя вести неадекватно, будет там прятаться, скрываться, умалчивать. Это для него нормально. Потому что он, он такой, он любит там приукрасить ситуацию, и он любит там не договорить, да. Он не обманщик, но он тихушник. То есть, смотрите, этот человек не будет там приходить и говорить, что нет, у меня все классно, у меня все замечательно, там враги виноваты, я хороший. Нет, этот человек лучше где-то спрячется, отсидится, отмолчится, скажет там, ой, я там спал 2 суток подряд, ой, у меня там телефон разрядился, зарядка там где-то, я был еще где-то, то есть не получилось, не сложилось. То есть он может именно вот врать, как типа защищая себя, да, не желая рассказать правду о себе, о своем каком-то положении бедственном. А у него действительно бедственное положение. Мало того, этот человек еще может быть как-то в судах. В суды, какие-то разбирательства, какие-то гонения на его голову. То есть он может судиться, разводиться, он может судиться, потому что у него там дела идут очень плохо. И человек чувствует себя загнанным, у него как будто бы поддержки нет. И вы хотели бы его, конечно, и поддержать, и подсказать, но ему не нужна ваша жалость, ему не нужны ваши соболезнования, ему хочется вашей любви, но не в положении человека, который выпрашивает любовь, да, я сирый убогий, пожалей меня и полюби меня, а ему хочется именно заслужить и добиться вашей любви, что вот рыцарь, который сразился за прекрасную даму, победил всех врагов, приехал, вот и дама ему такая говорит, вот все, вы заслужили мою руку и сердце, прекрасный рыцарь, да. Вот так ему хочется, по крайней мере, он так мечтает о вас. И этот человек, еще раз говорю, он может прятаться, убегать, закрываться, скрываться, не говорить правду лишь только потому, что он не желает вашей жалости. А вам его действительно жаль. И когда вы на него смотрите, эту жалость в глазах видно.
Вот в прямом смысле слова говорю. Видно, он ее видит, и его прям аж коробит из-за этого. Он говорит: не надо, я не хочу, не жалей меня, не унижай меня, пожалуйста, люби меня таким, как я есть. Но он тоже понимает, что он пока на сегодняшний день любви-то не сильно заслужил, что он ничего не сделал для того, чтобы быть успешным, чтобы быть солидным. То есть у него деньги есть, он ими кидается просто по сторонам, он не думает о будущем. Денег нет, все, печалька и тоска. Этот человек, он еще должен повзрослеть. На сегодняшний день абсолютно незрелая личность, и его, вот видите, как давят эти все проблемы, да, пытаются его высшие силы вот проблемами воспитывать, перевоспитывать, да, чтобы он там даже какие-то долги, возможно, вернул с прошлых жизней. Но он пока очень активно этому сопротивляется. Я не вижу, что это будет ситуация на постоянной основе. Я вижу, что ему все равно захочется любви и счастья, причем захочется любви и счастья вместе с вами. Этот человек еще вас приятно удивит, но вы должны дать ему время. Отпустите эту ситуацию, займитесь собой, займитесь своими делами. Если вы будете давить, ничего хорошего не будет. Я понимаю, что вам очень хочется быть с ним, вам очень хочется ему помогать. Многие вот смотрят мои гадания и говорят: да фиг с ним, я могу там вложиться в этого человека, я могу заплатить, лишь бы вот он как-то там душевно ко мне подошел. Но я еще раз говорю, это не поможет. Ему не нужна жалость, ему нужна любовь. Причем он должен сам чувствовать, что он эту любовь заслужил, заработал, а не выпросил, да. Поэтому, девочки, он может принять вашу помощь, но это скорее его от вас немножечко отвернет, чем наоборот сделает вас ближе, потому что он будет себя чувствовать вам обязанным. А это не самое лучшее чувство отношения между мужчиной и женщиной, вот по обязанности, да. Поэтому дайте ему возможность выкрутиться, выбраться. Если хотите, чтобы он поскорее все это закончил, стимулируйте его. Давайте ему какие-нибудь там задания. Либо говорите, что я тоже не железная, я не хочу ждать тебя бесконечно. Хочешь быть со мной, да? Давай что-нибудь делай. Иди вперед, пытайся, старайся. Стимулируйте. Хотите, я не знаю, там, заведите себе еще одного поклонника, да, ну или просто знакомого, чтобы он ревновал, чтобы эта ревность стала стимулом. Я не призываю вас прыгать с одной постели в другую, но тем не менее, да, этому человеку нужен волшебный пендаль, чтобы он конкретно, активно начал двигаться вперед. Если вы сможете, пожалуйста, постарайтесь, высшие силы будут вам благодарны. Если нет, то просто дождитесь, тут должно пройти время. Пройдет время, человек поменяется, человек преобразится, человек подрастет, причем это не физически, да, а ментально ему это нужно, он стабилизируется, он сгармонизируется, и тогда он будет готов к конкретным каким-то активным действиям. На сегодняшний день, даже при всем огромном желании и при тех чувствах добрых и прекрасных, которые есть к вам, проявляться не с чем. Человек идет как пустой, понимаете, просто, ну, не то чтобы даже пустой, а опустошенный, я бы так сказала. Поэтому, мои дорогие, настраивайтесь на позитив, дайте ему время прийти в себя и понимайте, что этот человек еще обязательно себя покажет. Сколько бы времени прошло, будет момент, когда он к вам придет, когда он будет вас добиваться, когда он будет вести с вами разговоры. Дайте ему время встать на ножки. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.